Смотрите сегодня в выпуске. На станции метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Римзи Бекиров вышел на свободу. Я дуа читал, Российскую актрису Елену Воробей не пустили в Украину. Вона дійсно була на окупованій території. Добрый вечер. 3 апреля, 1131 день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. По последним данным, 9 человек погибло, ранены 22, в том числе один ребенок, при взрыве в метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге. Все станции срочно закрыли, людей эвакуировали. На станции Площадь Восстания нашли и обезвредили еще одну бомбу. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куриной в эфире телеканала «Россия-24» взрыв назвал терактом. Предполагаемый террорист попал на видеокамеры метро. Об этом сообщают источники Интерфакса. Президент России находится в Санкт-Петербурге. Он участвовал в форуме Общероссийского народного фронта. Семьям погибших и пострадавших в результате взрыва будет оказана помощь, заявил Владимир Путин. Выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Из-за взрыва в Санкт-Петербурге украинская нацполиция усиливает патрулирование в метро. В частности, на всех станциях в Киеве, Днепре и Харькове до конца Евровидения будут работать дополнительные наряды полиции, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и взрывотехники. Римзи Бекиров вышел на свободу. Крымско-татарского активиста арестовали на 3 дня за якобы распространение экстремистских материалов в соцсетях. Бекиров активно участвует в поддержке незаконно осужденных на полуострове. В феврале был арестован во время проведения обыска в доме Марлена Мустафаева. Тогда силовики задержали и арестовали на 5 суток десятки крымских татар. Я дуа читал, очень люблю братьев. В таком положении дуа принимается, поэтому читал на всех. В деле Ахтема Чийгоза допросили главного редактора газеты «Авдет». Шевкет Кайбулаев рассказал, что в 2014-м был членом Меджлиса и участвовал в заседаниях президиума представительного органа крымских татар. В частности, на заседании 25 февраля 2014-го, накануне митинга под стенами Верховной Рады Крыма. Зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков у крымского парламента 26 февраля 2014-го. Связями с региональными меджлисами организации массовых мероприятий были возложены на заместителя председателя Меджлиса Заура Смирнова. Что касается Ахтема Чийгоза, то в тот момент он также являлся заместителем председателя Меджлиса, однако, являясь председателем Бахчисарайского регионального Меджлиса, на него не были возложены какие-либо обязанности в связи с исполнением занимаемой им должностью заместителя председателя Меджлиса. Террористы 32 раза обстреляли украинских военных. Один погиб. Боевики атаковали позиции ВСУ, несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней группы о режиме прекращения огня. Наибольшую активность противник проявлял на Мариупольском направлении, где обстрелял позиции вблизи Водянова, Широкина и в районе Павлополя. Украинские военные придерживались режима тишины и огонь в сторону террористов не открывали. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів обстрілював захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів гатив по позиціях Кам'янки та Опитного. Поблизу Троїцького активізувався ворожий снайпер. Жители Авдеевки получили гуманитарную помощь, вещи и предметы домашнего обихода. По словам начальника военно-гражданского сотрудничества города, на этот раз привезли только часть вещей, потому что их очень много. Они нуждаются в расфасовке и распределении среди всех прифронтовых участков. Мы уже
вже не перший раз проводимо дану акцію. З усіх куточків України, навіть з Латвії, привезли свої речі для того, щоб вдягнути цивільне населення, яке постраждало внаслідок обстрілу. І от речі, які потрібні для видачі, ми організовуємо видачу на столі. Расплата за выступление в оккупированном Крыму. Российскую актрису Елену Воробей не пустили в Украину. Работники Госпогранслужбы задержали ее в киевском аэропорту Борисполь и запретили въезд в страну на 3 года. Подробности в сюжете. Неподражаемые Елена Воробей, Оскар Кучера, Михаил... Джекпот с доставкой на дом. Спектакль с таким названием анонсировали в Украине. Одну из главных ролей должна была сыграть российская юмористка и актриса Елена Воробей. Самолет из Беларуси, на борту которого находились российские актеры, приземлился в Борисполе накануне. Их уже ждали украинские пограничники, которые проверили документы гостей из Федерации. Актеры нервничали, отметили в Госпогранслужбе. Спочатку погодилася і підтвердила те, що вона була в Криму. Потім, коли зрозуміла, що це потягне за собою певну відповідальність, відмовилася від своїх слів. Насправді були і інші підтвердження, і інші свідчення про те, що вона дійсно була на окупованій території. Надані докази, в тому числі афіші з концертів, фотографії, відеозаписів, любительських, скажімо так, відеозаписів. Відповідно, це є все основою для того, щоб ми прийняли дане рішення. «Море смеха. Лучшие комики России». Это афиша концерта, который состоялся в уже оккупированном Крыму 2 года назад. В нем приняла участие и Елена Воробей. Именно через это выступление отныне дорога в Украине ей закрыта. Свое возмущение актриса выразила в Инстаграме. Но во всем виноваты мудаки. Они кругом, понимаете, они нас окружили. Это дебильный закон. Закон о том, кто сюда может приезжать, кто нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестинско-израильские отношения. Воробей прилетела в Украину с творческой группой. Пройти паспортный контроль смогли лишь 5 из 7. Российские юмористки и ее коллеги запретили въезд в Украину на 3 года. В аеропорту вони провели десь близько 4,5-5 годин, і після чого десь о 20-й годині були відправлені зворотнім рейсом до Білорусі. В даному випадку такі перельоти здійснюються за рахунок авіакомпаній. Премьера спектакля «Джекпот» с доставкой на дом в Киеве уже состоялся, но без участия Елены Воробей. Актрису отправили домой, она уже в Москве. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Жители Волыни требуют лишить звания почетного гражданина Луцка Анатолия Тимощука. Об этом в своем фейсбуке написала его жена Надежда Навродская. Экс-игрок национальной сборной Украины по футболу и помощник главного тренера футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге может стать первым в Волыни, кого лишат почетного звания. Он получил его 10 лет назад за выдающиеся достижения в спорте. Уже 300 человек подписали соответствующую петицию, а сама Навродская находится в процессе развода с Анатолием Тимощуком. 37-летний Тимощук в разное время играл за Волынь, «Зенит», за донецкий «Шахтер», за Баварию. И последние 2 года он представлял казахский клуб «Кайрат». Из аэропорта Борисполь стартовала 22-я антарктическая экспедиция на станцию «Академик Вернадский». В нее вошли 12 украинских ученых-исследователей, среди которых геологи, геофизики, биологи, медики и инженеры. Они заменят предыдущую команду, которая провела там год. Каждый из участников экспедиции оставляет в Украине семью, некоторые даже маленьких детей. Ученые рассказали, какие изменения они ожидают в Украине после возвращения. Є такі сподівання, що через рік ми приїдемо в європейську державу, щоб всі були щасливі і дружні. Ой, главное, чтобы война закончилась и все было хорошо, все здоровы. Когда мы вернемся, нам бы и хотелось, чтобы не было войны. Я хочу, чтобы закончилась война в Украине. Чтобы у меня дети хорошо учились. Чтобы настал мир. Ну и здоровья всем, кто здесь остается, и чтобы нас дождались.
В Москве задержали 60 активистов. В российской столице состоялись несанкционированные акции протеста, за которые никто не взял на себя ответственность. Большинство лидеров оппозиции заявили, что не имеют к этой акции отношения. Накануне полиция и прокуратура предостерегла граждан от участия в несанкционированных акциях. Но информация о них распространялась в социальных сетях. Позже всех активистов освободили. Он меня ударил за что? На улицы Парижа вышло 6 тысяч представителей китайской диаспоры. Они собрались почтить память своего соотечественника, застреленного на прошлой неделе французским полицейским. По официальной версии, Шайо Ли бросился с ножницами на правоохранителей, которые прибыли на вызов. Его смерть вызвала уличные беспорядки. Дочь погибшего призвала участников воскресной акции успокоиться, однако к просьбе девушки не прислушались. Манифестация переросла в новые столкновения с полицией. Демонстранты бросали в стражи порядка бутылки и мусор. Те отвечали слезоточивым газом. И я, и моя семья хотели бы избежать проявлений насилия, ведь в результате могут пострадать люди, которые нас поддерживают. Не рискуйте своей свободой ради справедливости. Я родилась и выросла во Франции и верю в то, что справедливость в отношении моего отца и нашей семьи восторжествует. На этом пока все. Следующий выпуск новостей на украинском языке смотрите в 20:00. А сейчас эфир продолжит Осман Пашаев и Оксана Денисова. Гость программы «Бугун» Василий Боднар, директор 2-го Европейского департамента МИД Украины. Всего хорошего. Будьте с нами.